Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 17 ноября, и вы смотрите информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. На прошлой неделе Совет Ассоциации легкоатлетических федераций временно отстранил Всероссийскую федерацию легкой атлетики от соревнований под своей эгидой. Острое как укол, слово «допинг» долгое время не сходило с новостных лент. Сразу оговорюсь, эта тема не республиканская, а проблема допинга не только российская. В конце концов, ведь заметил же министр спорта России Виталий Мутко, цитата, «Мы все эти годы играли по общим правилам». Конец цитаты. Доигрались до беспрецедентного скандала. Что бы ни произошло, делай вид, что именно этого ты и хотел, гласит один из законов Мёрфи. Но такого мы точно не хотели. Цитата по агентству ТАСС. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства ВАДА 9 ноября опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в грубых нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Комиссия также обвинила российские власти в вмешательстве в работу антидопинговой лаборатории в Москве, что привело к сокрытию положительных проб спортсменов. Конец цитаты. 12 ноября официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на брифинге сказала, цитата, «Что касается позиции специальной комиссии по допингу в отношении российских легкоатлетов, то, по нашему мнению, она выглядит весьма предвзятой, политизированной. Аргументацию российской стороны никто не спрашивает и не слушает». Конец цитаты. При всей непрозрачности мировой допинговой системы, когда вся полуправда все же вышла наружу, российская сторона признала, что некоторые нарушения, упомянутые в международном отчете, были допущены. А что же касается некоторых обвинений, они не соответствуют действительности. Это все похоже на хаос, еще летом заявлял Виталий Мутко. Цитата по газете «Ведомости». А может, все это заговор с целью политического шантажа? Мы захотели разобраться в этом и других вопросах, связанных с применением допинга. На мировом уровне на самом деле невыгодно, чтобы там не было нашей команды, потому что настолько сильная и действительная команда, и хочется бороться с сильными спортсменами. Поэтому я не думаю, что это какая-то вот специально политизированная, или я не знаю, как там. Просто на самом деле это невыгодно не допускать наших спортсменов. Я так думаю. Тот спортсмен, который победил менее слабого, он остается неудовлетворенным. Он хочет бороться именно с тем спортсменом, который считает сильным себя, и хочет его победить. Я надеюсь, что наше правительство поддержит наших спортсменов. И я думаю, что это психологически не должно наших спортсменов дестабилизировать. Вообще не надо на это реагировать. Я надеюсь на наше правительство, наше государство, а мы должны просто готовиться. Перед Олимпийскими играми психологическая всякая неурядица, она, конечно, дестабилизирует человека, любого человека, я думаю. Министр спорта, цитата, «Мы все эти годы играли по общим правилам». И с другой стороны, его же цитата, «Так или иначе, с частью доклада ВАДА мы согласны». К сожалению, я тут не могу даже комментировать, потому что я могу только согласиться с Путиным, который в последнее время интервью дал, что чистые спортсмены не должны отвечать за тех, которые действительно использовали. Не вся, сейчас дисквалификация идет всей команды по легкой атлетике. А причем тут, допустим, Исанбаева, которая, допустим, она чистая, она последнее интервью давала. Почему я в шоке и почему я должна отвечать за это? Я буду готовиться к Олимпийским играм. Мне кажется, она права. Это должно быть, как Владимир Путин сказал, ответственность должна быть персонифицированной. Простите за такой вопрос, но правда ли, что отечественная фармацевтика, отечественная медицина именно в плане препаратов, поддерживающих функционал спортсмена, организм спортсмена, правда ли, что в этом отношении мы отстали от ведущих западных стран на десятилетия? На самом деле научные кадры или на самом деле спортивная наука в России тоже не так уж плоха, не на плохом месте. Мы отстаем именно по препаратам. Потому что в аптеку, если вы зайдете, то основные препараты это иностранные тут. Мы вынуждены покупать препараты иностранные.
Спорт высших достижений – это значит спорт на износ, он не для здоровья. Да? Мы четко должны разделять спорт для здоровья и спорт, который вот мы сейчас работаем с единственной целью – это сохранить здоровье наших спортсменов. У нас в последнее время результаты действительно хорошие, но эти результаты все-таки даются очень тяжелым трудом для наших спортсменов. Угу. Естественно, здесь спортивная медицина, в частности, вот фармакология, если касается вот последние эти дела по допингу и антидопингу, то мы, естественно, используем препараты, но они разрешенные. Потому что есть такое понятие, допустим, снижение веса, да, форсированное снижение веса. Тут здесь без поддержки, фармакологической поддержки никак невозможно. Цитата по агентству «Интерфакс» от 13 ноября. «За последние годы российские легкоатлеты неоднократно уличались в употреблении допинга. Больше всего среди них представители спортивной ходьбы». Конец цитаты. Так что же такое допинг? Использование любого метода, любого средства, любого, там, фармакологического, нефармакологического, для того, чтобы добиться результата. Высоких результатов или, как сказать, улучшить свои функциональные возможности. Если мы посмотрим на фармакологические препараты, это в последнее время в основном используются стероиды. Они ловятся в основном на стероидах. А использование стероидов, оно научно доказано, его побочные действия. Это на самом деле это раковые заболевания в основном. Это первое. Второе – это заболевание печени, потому что на печень он очень сильно действует, на почки. И следующее – это гипертрофия, потому что здесь мышечный рост идет. Это значит, а сердце тоже мышечный орган, он тоже растет. Да? Вот. Естественно, сердце не может, не имеет, у него есть свои резервы, чтобы расти. Вот. Есть такое понятие спортивное сердце, патология и грани патологии. Вот. И угроза для них идет внезапная смерть, потому что наступает жизнеугрожающее нарушение ритма, которые могут привести к внезапной смерти. Спортсмена поймали на применении допинга. Кто несет персональную ответственность? Тренер, спортсмен? В законе там четко написано, отвечает сам спортсмен. Все, что попадает каким-либо методом, подсыпали, не подсыпали, что он положил в рот во время Олимпийских игр, что он кушал, с кем он кушал, рядом. Все он должен держать под контролем. Можно ли говорить о том, что спортсмен принял то или иное лекарство по незнанию? Кстати, надо сказать, что так и происходит. Вот молодые, почему они попадаются? Потому что не знают список запрещенных препаратов. Они постоянно же обновляются. Вот. На этом как бы из-за незнания только в основном попадается. Я не поверю, чтобы человек специально это использовал, зная, что он запрещен и что он будет пойман. Я не верю в это. Потому что только из-за незнания. Поэтому просветительская работа, она должна идти постоянно. Процитирую Виталия Мутко, министра спорта. Мы можем уйти от обычных допинг-проб, уйти на биологический паспорт, который практически исключает любую манипуляцию и сразу попадает в систему Адамс. Обычно как делается? Кровь берется, допустим, да, идет динамика. И у одного спортсмена несколько раз берут анализы, и если, допустим, в какой-то момент у него эти анализы, особенно красной крови, то есть крови гемоглобина или красных кровяных телец, которые отвечают в основном за доставку кислорода, они вышли за рамки, за его рамки конкретно, то здесь они даже не будут обсуждать, от чего это вдруг у него красная кровь стала больше. Это, на самом деле это косвенные признаки. Во-первых, попадают туда те, которые раньше как бы попадались раньше, дисквалифицированы были на несколько лет и уже дальше выступают. Это как бы черный список. Ага. Второе, может быть такое, допустим, попадает в список, если по жребию вообще. Офицеры антидопинговых ассоциаций приезжают неожиданно. Учитывая то, что у нас постоянно здесь такие серьезные соревнования происходят, да, они действительно без предупреждения обычно появляются, они нас не предупреждают, мы просто создали для этого условия, чтобы они здесь брали анализы. Вообще нет критерия, оказывается, конкретного критерия по дисквалификации, оказывается, потому что
допустим, вот другие иностранцы кто-то поймали, но не дисквалифицировали или как-то закрыли глаза. Такое тоже может случиться. Почему-то вот интервью иностранные, допустим, идут. Было время, допустим, ГДР, вообще вся команда попадалась, да, вот тоже. Но дело в том, что после того, как ГДР вся команда попалась, какие-то вот 90-е или какие-то годы, да, там большой тоже скандал был. Там, но сейчас у них очень хорошо идет такая антидопинговая борьба. Если, не дай бог, спортсмен попался, то все, значит, как сказать, все регалии снимаются. В общем, общенародное, как сказать, неприятие этого спортсмена идет. Если мы, допустим, получаем олимпийского чемпиона, он же остается на всю жизнь, в истории остается, то здесь вообще нигде, ни в литературе, нигде не упоминается. Пока российское антидопинговое агентство «РУСАДА» официально не внесено в список несоответствующих кодексу. Решение об этом должен принять Совет учредителей ВАДА. Его ближайшее заседание состоится 18 ноября, то есть завтра, в американском городе Колорадо-Спрингс. А сегодня будет заседать исполнительный комитет ВАДА, который и решит судьбу московской лаборатории. Тем временем Президиум Всероссийской Федерации Легкой Атлетики в воскресенье принял антикризисный план на экстренном заседании, созванном Министерством спорта. А 16 ноября «Интерфакс» распространил заявление нескольких российских спортсменок. Как заявила двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исенбаева, цитата, «считаю решение ИААФ несправедливым по отношению к честным спортсменам. Это решение не имеет отношения ко мне. Почему такие, как я, должны страдать за ошибки безответственных спортсменов, которые позволили себе употреблять допинг?» Вчера вот важен голос спортсмена. Голос спортсмена, он должен быть услышан. И вот как раз вот Елена Исенбаева и Анна Чичерова и Сергей Шубенков, они свои выразили мнение по поводу вот нас отстранения от Олимпийских игр. Важен, главное, важен, вот как Елена Исенбаева сказала, важен, чтобы я хочу, говорить, выступить и хочу победить даже с мировым рекордом. Спортсмены должны знать те препараты, которые они принимают. Вспоминается Михаил Жванецкий. То, что нам предначертано, называется судьба. То, что у нас получилось, это автобиография. Главное, чтобы биография не поломала судьбу. Дорогие спортсмены, мы переживаем за вас, мы болеем за вас, мы поддерживаем вас. И пусть, как сказала после проигрыша на Ванкуверской Олимпиаде одна российская биатлонистка-спортсмена, никому ничего не должны, сделайте хотя бы так, чтобы биография не поломала вашу судьбу. Арена событий. Программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.